Ассаламу алейкум. Дорогие друзья, добрый день. Вчера ночью был один интересный телефонный звонок. Каждый день по нескольку раз Апти, который отвечает на звонки по горячей линии, он принимает разные проблемные телефонные звонки. К сожалению, мы не на все успеваем среагировать пока. Но вот вчерашний звонок я хотел бы коротко про него рассказать. Ночью позвонил один человек, который, я обычно не называю людей, стараюсь не называть регионы, человек, который проживает в одном из регионов России. Он обратился, попросил помощи. Его близкий родственник, молодой парень, совершил преступление, попал в очень скверную ситуацию из-за своего необдуманного поступка. Этот парень находился на выезде там в другом городе, и получилось так, что у него села батарея в телефоне. Его где-то ждали, ему срочно нужно было позвонить, сказать, что он опаздывает или что-то в этом роде. В общем, ему надо было срочно совершить телефонный звонок. Батарея села, подзарядить было негде, и он несколько раз попросил у прохожих разрешения позвонить с их телефона. Попросил у одного, второго, третьего, ему каждый отказывал. У него как бы ситуация какая-то накалялась, не знаю, что там случилось. Но когда ему отказал в очередной раз какой-то молодой человек, он просто-напросто схватил его, вырвал у него из рук телефон, начал набирать. Когда тот попытался забрать свой телефон обратно, он его ударил. Тот, соответственно, остановился. Этот позвонил куда-то, куда ему нужно было, своему знакомому. Сказал там, что или задерживается, или что-то в этом роде, то, что ему нужно было. И вернул телефон хозяину и пошел своей дорогой. Думая, что ничего такого страшного, наверное, он не совершил. Он вернулся потом в свой город, в другом городе он жил. Спустя несколько дней его нашла полиция. Вы поняли уже, что тот парень, у которого отняли телефон, которого ударили, он обратился в полицию. Насколько я понял, он вдобавок ко всему еще и несовершеннолетним оказался. И он обратился в полицию. Этого парня начали искать. Найти его, конечно же, не составляло никакого труда, проследив телефонный звонок. Его нашли. И вот вчера его родственник, потрясенный вот этим событием, не зная, что ему делать, звонил нам ночью, просил как бы помощи, совета. Я его сразу, его ситуацию обрисовал в нашей группе адвокатов, попросил совета, попросил с ним связаться, телефон его выставил. И наши друзья-адвокаты с ним связались, проконсультировали его, насколько это возможно. Также позвонил ночью в этом регионе человеку, нашему другу, связал его с ним для того, чтобы он, возможно, тоже ему какую-то помощь на месте оказал. То, что сделал парень, он сделал, а вот родственнику хотелось помочь. В результате наши адвокаты, к которым я обратился, сказали мне очень интересную вещь. Вот то, что этот парень сделал, отнял телефон, ударил его, позвонил, вернул даже, в принципе, подходит под статью разбоя. Очень так. Ой, здесь очень жарко. В принципе, это подходит под статью разбоя. И может быть квалифицировано как разбой с мерой наказания до 7 и до 8 лет лишения свободы. Если с ним еще кто-то рядом был, то, возможно, даже до 10 лет лишения свободы. Вдобавок ко всему, где-то от 500 тысяч до миллиона еще и штраф может быть. Штраф штрафом, а 8 или 10 лет лишения свободы – это очень страшная вещь. Наверняка этот молодой человек, который это делал, не предполагал, похулиганил, скажем так. Не предполагал, наверное, что такую страшную вещь делает для своей собственной жизни. Телефон-то он позвонил и вернул. Но что он сделал,
для себя, для своих родных он об этом не подумал. Поэтому молодые люди, которые, скажем так, позволяют себе хулиганские действия, часто не задумываются о последствиях и не думают, что их деяния могут подпадать под уголовный кодекс. Поэтому расскажите своим молодым людям, знакомым, детям примерно об этом случае. Если сочтете это видео полезным, перешлите им это видео. Вот такое дело. Я на чеченском языке также добавлю несколько слов. مش يعني شو أكوستيك دي كل ديل هو شو يا شرس يوخم هو شو نو شو ما كيتر نوختي ويك أنت نوختي ويك أنت أك خزنيك سان حش دو تجا دو تودينك أسوي دو كاش سوزاتنا إيه تجاه وول представитель главы республики от региона вот чимца связи вела хайдал что на остал да хар эл ти что мадина но дейл да эл ойлсеш мудирду иштум оцар шадул улк хагар яха тига как все факты на лицо оли шадик от кантан духал ду тига хазнехсан боксинг там буцу шин бэкнага шит эчан бэкнага дейл ده مقلع تانكيبر تصدق نيغلا إشادين شوقيتا كيتشا دا ديرزري ستوسردو نو دا تديرز ميكشا مادو تنديلا شو أريانس ليوش بول كيجيش ناخي هارش تاكاش دا هارتا اشتاركي خبر هشتو توك خلشون تونا تعليم ملا هارتا ليلا ليلا شا تليفون هاي قن شو قميالدين يو دقودي شا هم تدينا ماتون نساهم ديلي رزبوي يوتو إنك уголовный кодекс илерч тундел докум душуне шекигиналар баharыш дала эту был дала очум нахлар дойл дала айгаллойл масана адикёш салам дельча алейкум ассалам салам хаиташун адикё